Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». 19 декабря. В студии София Абляева. Добрый вечер. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. 70 стран выступили за принятие документа, 26 против, 76 воздержались. Против резолюции выступили в частности Россия, Армения, Беларусь, Сирия и Зимбабве. Документ ООН подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, призывает возобновить работу Меджлиса, осуждает использование России своих законов на аннексированной территории. Резолюция создала юридический прецедент для признания военного конфликта между Россией и Украиной. Президент Украины Петро Порошенко поприветствовал принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму. Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма, как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Сегодняшняя резолюция – это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость. Министр иностранных дел Украины Павло Климкин в своем твиттер написал, что эта резолюция по Крыму самая сильная, и благодаря ей давление на Россию усилится. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз также прокомментировал принятие резолюции. На мой взгляд, ситуация в Крыму и на Донбассе идет к тому, чтобы раскрылись глаза у некоторых слепых или незрячих европейских политиков. И это позволит на самом деле усиливать санкции. Конкретно там указаны ряд моментов, аспектов, связанных и с Меджлисом крымско-татарского народа, и с правами человека. Я не думаю, что на этом этапе она повлияет на принятие решений самого Путина. Но она, я уже сказал выше, что она консолидирует сообщество и мировое, и в Украине против агрессора. Тем временем украинские нардепы уверены, принятие резолюции – это очередной шаг к деоккупации полуострова. Аргументы украинских депутатов слушала наша Елена Стецюк. Резолюция подтверждает, Крым – это территория, оккупированная Российской Федерацией. Документ призывает Россию возобновить деятельность Меджлиса и вернуть обучение на украинском языке на полуострове. Кроме того, следует прекратить принуждать крымчан служить в российских войсках и принимать гражданство агрессора. Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко говорит, это голосование усилит давление на оккупанта. Це одне з важливих голосувань для того, щоб посилити міжнародно-правову позицію України, зважаючи на судові процеси, например, справу Украина против России в Международном суде ООН. Эта резолюция – консолидированный подход к вопросу нарушения прав человека в Крыму. Ведь соавторы 47 государств. Среди них США, Канада и страны ЕС. Чем больше таких резолюций, тем меньше будет голосов за снятие санкций с России, считает лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Очень многие страны против того, чтобы, скажем, на Генеральной Ассамблее принимались резолюции по поводу конкретных стран. Особенно это выражает беспокойство, такую позицию занимают те страны, которые имеют свои проблемы. Председатель Меджлиса говорит, Россия не выполнила ни одного положения прошлогодней резолюции. В частности, не допустила мониторинговую миссию в оккупированный Крым. Росія би поки що не мала би можливості ігнорувати подібні резолюції, але кожна з таких резолюцій, вона свою роль відіграє. Вона закріплює ті параметри, які можливі ще для поведінки Росії. Вона зберігає змобілізованість міжнародної спільноти щодо протидії агресії Росії. Россия хоть и не выполняет международные акты, но пользуется валютой, имеет ценные бумаги за рубежом. То есть зависит от всего мира, отмечает Георгий Лагвинский. Якщо б було бажання, можна було знищити фактично Російську Федерацію. Але міжнародна спільнота відноситься до Росії, як, знаєте, якщо в центрі міста є певна міна або бомба. Її треба не взорвати, а розмінувати. Депутаты едины в том, что резолюция не волшебная палочка, которая моментально решит все проблемы, но это мощный механизм воздействия на оккупанта. Елена Стецюк, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Судный день 2. Оккупационный суд аннексированного полуострова второй день рассматривает дела в отношении участников одиночных пикетов, которые прошли в Крыму 14 октября. Преимущественно крымских татар судят за участие в якобы массовом мероприятии. Штрафуют от 10 до 15 тысяч рублей. С утра десятки крымских татар вышли к подконтрольному Кремлю судам, чтобы поддержать соотечественников, которые 2 месяца назад в знак протеста против произвола силовиков вышли на одиночные пикеты. Судилище продолжалось со вчерашнего дня. Более 80 дел судьи не успели рассмотреть и часть перенесли на сегодня. Одним из первых постановлений в отношении крымских татар вынес суд в Джанкое. Ремзи Кутузова, Айдера Зикирьяева и Аблемита Зиадинова подконтрольная Кремлю Фемида признала виновными в нарушении норм админкодекса и наказала их штрафом. Не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. Я считаю себя невиновным. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. Дело получилось порядка 200 страниц. На ознакомление с этим делом дали 25 минут. Соответственно, этого времени просто физически недостаточно, чтобы охватить все подробности этого дела. Судили крымских татар сегодня и в Симферополе. Там рассматривали дело Лимара Джигафарова и Рустема Троша. Они говорят, все происходило по одинаковому сценарию. Приговоры были вынесены заранее. Все было очень ожидаемо. Вердикт тот же самый, 10 тысяч рублей. В деле было очень много ошибок, свидетельские показания были очень путанные. Тем не менее, судья все это говорил, что это, мол, опечатка, технические ошибки, все это, мол, допустимо. В общем, все так очень предсказуемо. Вчера подконтрольный Кремлю Фемида рассмотрела дело 65 крымских татар. 5 выписали штраф по 15 тысяч рублей, остальным по 10 тысяч. Эти приговоры все обвиняемые считают незаконными и собираются их обжаловать. Эльвина Седулаева, Крым, Заман, АТР. Общая сумма штрафов, выписанная крымским татарам на полуострове за участие в одиночных пикетах, близится к 1 миллиону рублей. Киевская правозащитная организация «Крымсос» начала сбор средств в помощь оштрафованным крымчанам. Собирают деньги наличными в киевском офисе. Также средства можно отправить и на банковский счет. Затем все передадут крымским активистам, которые обменяют деньги на 10-рублевые монеты и оплатят штрафы. Збирали 10-рубльові монети від кожного кримського татарина, від кожного українця, який живе на окупованому Криму, щоб допомогти людям і солідаризуватися з ними, щоб вони не були наодинці з цією бідою, яка їх спіткала, тому що вони виходили, власне, за свій народ, вони виходили під обшуки або під суди, які відбуваються в окупованому Криму. І зараз ми бачимо нову хвилю репресій проти кримських татар. Приморский райсуд Одессы арестовал представителей так называемой самообороны Крыма, которого задержали 4 дня назад в Днепре. Прокуратура Автономной Республики Крым считает, что как участник вооруженного формирования он способствовал иностранному государству изменить границы и вел подрывную деятельность на территории Украины. Самообороновцу инкриминирует агитацию за отделение полуострова от Украины и захват административных зданий в Крыму. Он будет сидеть в Одесском СИЗО до окончания расследования. Визначено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави. Йому інкримінується порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. На співпрацю зі слідчими наразі він не йде. Обвинувачений приймав участь у захопленні адміністративних будівель, у тому числі військових частин та відомого аеропорту Бельбек. Він громадянин України, мешканець міста Дніпра.
Обострение в зоне АТО. Боевики из Градов обстреляли позиции украинских военных в Зайцево. По данным штаба АТО, применили также реактивные системы залпового огня и минометы. Кроме того, на Донецком направлении оккупанты выпустили 7 мин запрещенного калибра по населенному пункту Водяное. Тем временем в селе Новолуганское Донецкой области изучали масштабы разрушений после вчерашних обстрелов Градом. Подробнее далее в сюжете. Сегодняшнюю ночь жители Новолуганского провели в укрытиях и до сих пор с ужасом вспоминают вчерашний обстрел. Я вже тоді на карачках виповзла, дедушку кричу: «Тікай, він глухий, глухнуть, тут кров у нього лється». В штабе АТО говорят, боевики стреляли из оккупированной Горловки, умышленно, прицельно по жилым кварталам. Проросійські найманці обстріляли селище Новолуганське. По оселях, де мешкають мирні мешканці, ворог випустив щонайменше 40 реактивних снарядів системи залпового вогню. В результате обстрела ранения получили 7 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, сейчас в реанимации. Госпитализировали в шоковом состоянии и 6-летнюю девочку. Сегодня военные, полиция и спасатели с утра изучают масштабы разрушений. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше 50 будинків. На превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення під час проведення обстрілу. Розгорнуто роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію, визначені відповідні завдання по напрямках служб. Працюють і газовики, забезпечуємо відновлення теплопостачання. Среди наиболее разрушенных зданий детский сад, школа и амбулатория. Новолуганская частично обесточена, поврежден также газопровод. Сейчас вот здесь выдают пленку, благотворительная организация. Сейчас будут вести пленку «Красный крест». От цивильного захиста администрации сейчас будут ехать шифер, доски, гвозди, брус, стекло. Сейчас едут бригады по восстановлению, будут перекрывать крышу, восстанавливать людям окна. Сейчас в Новолуганском развернули палатки МЧС, полевую кухню и медпункт. Сегодня ночью там будут усиленно дежурить полицейские, чтобы не допустить мародерства. Ксения Дворецкая, Заман, АТР. Никаких переговоров с боевиками ЛНР и ДНР. Спецпредставитель Госдепа США по ситуации в Украине Курт Волкер не рекомендует Киеву вести переговоры в рамках нормандского формата с неравными партнерами. Именно этого хочет Россия. И именно чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с боевиками, Москва вывела сегодня своих представителей из совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Об этом заявил Курт Волкер, выступая на конференции Атлантического совета США. Одновременно спецпосланник США предлагает Киеву искать с Москвой компромисс в вопросе размещения миротворческой миссии на Донбассе. Иначе Россия будет блокировать в Радбезе ООН все инициативы. Сам Уолкер готов встретиться уже в январе с представителем российского президента Владиславом Сурковым, чтобы обсудить пути решения конфликта на востоке страны. Россия до сих пор продолжает опровергать свою роль в конфликте на востоке Украины. Именно поэтому так тяжело это урегулировать с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которые она создала, которыми она командует, которые она контролирует, с сепаратистскими руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, как она это сделала в Луганске в прошлом месяце. 150 населенных пунктов без света. На трассах километровые пробки из-за сугробов. В Украине второй день бушует непогода. В Киеве к уборке снега привлекли военных, а в Кабмине масштабные снегопады стали темой совещания у премьер-министра. Более подробно в сюжете наших журналистов. Въезд фурам в Киев вчера утром из-за непогоды запретили, и они стали. Сотни фур выстроились в ожидании, частично перекрыв подъезды к столице. Наиболее напряженной была ситуация на Одесской и Житомирской трассах. Ночью ситуацию на дорогах проинспектировал мэр Виталий Кличко. Ситуація надзвичайна, тому ми зараз включаємось для того, щоб реагувати миттєво на ті виклики. Утром стало заметно, в Киеве расчищены только основные магистрали. Дворы, подземные переходы и межквартальные проезды обильно засыпаны снегом. Ближе к обеду появилась информация, что чистить город от снега коммунальщикам помогают военные. Тема непогоды главная сегодня в Кабмине. Премьер-министр проводит скайп-совещание с регионами, поручает спасателям, чтобы не было пробок на трассах, привлечь авиацию.
Є затори, люди стоять в заторах, будь ласка, їдьте до людей і будьте з ними, поки не розблокуєте. Але саме головне, організуйте роботу таким чином, щоб проблем в людей не було. Главный спасатель докладывает, подразделения ДСНС за последние сутки вытащили из сугробов более 300 авто. В місті Житомирі з 19 по 21 годину здійснювалося буксирування близько 60 автомобілів. У місті Києві з 17 по 2 годину ночі здійснювалося буксирування близько 130 автомобілів на 4 ділянках доріг. В гидрометцентре говорят, снегопады в Украине будут недолго, скоро потеплеет. Можна сказати, що невеликий сніг пройде ще 22-23 числа і десь 24-26. Але це все одно невеликий сніг, це дуже спокійна погода. Новий рік якраз в перший день Нового року, 1 січня, дуже ймовірний невеликий сніг при нульовій температурі повітря. А в Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Также ожидается снижение температуры воздуха на 8-10 градусов. Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи.